Он автор «Любки». Каждый раз, когда читаю эти стихи, у меня комок в горле. Одно стихотворение и целый роман о любви и верности, о безграничной людской трагедии. Ну как еще скажешь о войне? До войны она была Любушкой, Любавой. Только муж ее сгорел в танке под Варшавой. Любушкой была вчера, ныне стала Любкой. Вон как улицы метет расквешенной юбкой. Вот пройдет она селом, жаркая, как печка. Крякнет не один мужик, аж привстав с крылечка. Знает, только ночь темна, знает, незабудки, отчего всех веселей кофточка у Любки. Так одна, всю жизнь одна, прочь поди досада. Хоть красиво, хоть бедна, никого не надо. Помирала, никому Любка не мешала, к сердцу мужа своего карточку прижала. Был он всеми позабыт, молодой в шинели, и его из мертвых рук вынуть не сумели. Пальцев худеньких никак не пораспрямили. Ветер, ветер, ты поплачь на ее могиле. Судьба нашего героя, крупного русского поэта современности Николая Рачкова, крепко связана с Великой Отечественной войной. Николай родился в сентябре 1941 года, но его отец, ушедший в первые дни на войну, не узнал об этом событии. Так сурово распорядилась судьба, навсегда оставив нераскрытой великую тайну отца и сына, в тот момент так и не ведавших один о рождении, другой о смерти самого близкого ему человека. Но тем значимее стал смысл жизни каждого из них, ради чего погиб отец и ради чего увидел белый свет его мальчик, впоследствии ставший признанным выдающимся поэтом земли русской. Что такое поэзия в вашем понимании? Это тайна, наверное. Вот говорят, вот Маяковский написал, как делать стихи. Ну, стихи научить писать можно любого. Любого можно написать. Можно рифмовать. Да ведь, посмотрите, вот в Пушкинской лицее практически все писали стихи, лицеисты. Вот. И некоторые даже лучше, чем Пушкин, писали лицеисты. Но потом Пушкин пошел в гору внезапно. Это тайна сия. Это вообще невозможно отгадать. Поэзия – это все-таки это любовь. Она от любви, еще от большой любви. И от желания служить слову. Ну вот в данном случае служить русскому слову, служить русской литературе, служить русской земле, русскому своему отечеству. А это значит служить своим предкам, которые лежат в этой родной земле. Это значит служить моим родителям, которые дали мне жизнь эту. Это значит служить своему народу. И я считаю, пока мы вот служим вдохновенно так, пока мы стараемся любить свою родину, стараемся передать эту любовь людям, я думаю, что страна наша выстоит во всех непогодах. Как солнце играло на желтой стерне, на теплой ботве огорода. Была-то деревня опорой стране, извечной душою народа. Когда черной тучей в родные края шел враг, беспощаден и страшен, вставали стеною твои сыновья от сельских угодий и пашен. И знали, где их потайные ключи, где корни у них родовые, твои космонавты, поэты, врачи и маршалы, и рядовые.
И пусть журавли разрыдались, трубя, что все в этом мире не вечно. Мне хочется верить, что вспомнят тебя. Конечно же, вспомнят. Конечно. Он без деревни станет тенью, в тоске погибнет, в хмелю. Верните русскому деревню, кричу я небу и Кремлю. Беда немыслимая сгрудит, возьмет Россию в оборот. Единым без земли не будет землею вскормленный народ. Недаром, сытости не зная, клюет деревню воронье. Она душа его больная. Верните русскому ее, не зная тягостной заботы. Гнушаясь адского труда, делите недра и заводы, и города. Перенесет он перед русским, но вовек не будет без деревни русским, исконно русский человек. Взываю к вашему прозрению, она совсем не тот пирог. Верните русскому деревню, и Русь никто не свалит с ног. То есть вот я живу сейчас на святой, легендарной ленинградской земле. Что там говорить? Какие здесь были сражения? Враг, он никогда не останавливался, видимо. Вот все время вот шел сюда, вот в наши края. На этом Невском берегу дорогу заступил врагу князь Александр. И были биты шведы. Его дружина, хоть мала, но честь дружине и хвала бойцам, кто молоды совсем, и тем, кто седы. Плечом к плечу они дрались, стонала даль, стонала высь, ломались копья и мечи в лихой атаке, и враг бежал, оставив плес. Бежал, как очумелый пес, уплыл, исчез на кораблях в туманном мраке, а князь остался. До сих пор обозревает он простор, стоит, закованный в броню, на пьедестале, а рядом православный храм, где можно помолиться нам за Русь, за всех, кто за ее сражение пали. Ты, путник, князю поклонись, беречь отечество, учись. Твои поля здесь и луга, леса и реки, чтобы вновь хозяином не смог сюда чужой ступить сапог. И в наши нынешние дни, и присно, и вовеки. В нашем Тоснинском районе, вот где я живу сейчас, в деревне Шапки, был поставлен памятник Андрею Дмитриевичу Балашову. Это герой Отечественной войны 12 года, генерал-губернатор. Француз войной на Русь пошел, но здесь не будет фарту. Посланник царский Балашов явился к Бонапарту. Была дорога не близка, свои и вражьи станы, лавиною текли войска, драгуны и уланы. Швырнул письмо Наполеон, кулак упруго сжался. Я полагаю, русский трон меня уже заждался, готов я к главному броску. Учел вассалов мнение, скажи, какое на Москву удобней направление? Куражился Наполеон, мол, карты русских биты. Взмыл за столом бокалов звон его надменной свиты. Но воин храбрый Балашов и тут явил отвагу, ответил свой граненый штоф, держа в руке, как шпагу. Пути любые хороши, открыты все на славу. Вот Карл XII решил идти через Полтаву. Он знал, какую роль играл, был ферзем, а не пешкой, умнейший русский генерал. С загадочной усмешкой
Себя он сдерживал едва, еще бы. Честь мундира запомнили его слова все дипломаты мира. Был явно дерзостен намек о боевой дороге, но Бонапарту невдомек, что ждет его в итоге Бородино в крови по грудь и маршалов измены, и траурный последний путь на острове Елена. Наша история, нашей блестящей истории, мы Крымскую войну не проиграли. Сошлись враги со всех сторон земли. Едва ли победили нас, едва ли, коль ничего добиться не смогли. Поставили всем окаянным станом Россию на колени – это вздор. Мы взяли Карс турецкий, мы тем самым открыли путь, желанный на Босфор. Солдатские давно истлели ранцы, в музее дремлет пушечный лафет. Где ваша кавалерия, британцы? Вы Балаклаву не забыли? Нет? Сама Европа мира запросила, поняв, что тут ей не до дележа. Сдалась, померкла вражеская сила у русского, споткнувшись рубежа. Как ты ногой воинственно не топай, а вышла от ворот и поворот. Да что там, если город Севастополь бесславно штурмовали целый год. Смертельно рано и потом зияли у нас в груди среди многих лет и зим. Весь мир был против нас. Мы устояли. Стоим поныне. Видите, стоим. На могиле Тани Савичевой. Таня Савичева лежит в Нижегородской области. Недалеко от города Арзамаса есть поселок Шатки. Вот там был детский дом, куда и привезли Таню. Вы знаете, всех детей практически, которых привезли из блокадного Ленинграда, все выжили, кроме Тани. Удивительная судьба. Шатки, районный городок, могила Савичевой Тани. Далекий детский голосок теряется между кустами. Не бронза, нет, не просто взгляд глядит сурово на потомка непобежденный Ленинград глазами горькими ребенка. Кого из нас не потрясли ее блокадные скрижали? В тылу, в детдоме всех спасли, и только Таню потеряли. Под шелест ласковых берез лежит одна на целом свете, и взрослые не сдержат слез, и замолчат внезапно дети. Почему выстоял Ленинград? Почему он не был сразу взят? Почти больше месяца немцы стояли на Лужском рубеже. Лужский рубеж, он помог выстоять Ленинграду. И обнажилась, огнем полыхая, в армии нашей смертельная брешь. Враг шел победно, броней громыхая, но обломился Лужский рубеж. Лужский рубеж, батальоны и роты, грозных прицельных орудий стена. Лужский рубеж ленинградской пехоты, воинский подвиг на все времена. Спят в этих далях сквозь годы и даты, ни перед кем с той поры не в долгу, насмерть стоявшие наши солдаты, не уступавшие пяди врагу, спят и в песке, и в болоте, и в глине. Нет, не исчезнет в преданиях теперь бешенство Гитлера в волчьем Берлине, не ожидавшего страшных потерь. Стал неприступным, вошедший в балладу город от ветра Балтийского свеж. Дал подготовиться в бой Ленинграду Лужский рубеж, Лужский рубеж.
А он для нас есть праздник самый главный, от южных и до северных широт. Но кто-то на салют победы славной презрительно кривит в усмешке рот. Спасли Европу, вы в своем умели, и пишут, и кричат наперебой, что воевать как надо не умеют. Не так дрались, не так ходили в бой, не так умели утеплять землянки и наступать из логова болот. Зачем? Зачем бросались мы под танки и всею грудью падали на дот? Никак не переварят нашу славу, вбивают в наш салют за клином клин. Зачем не сразу взяли мы Варшаву? Зачем поторопились взять Берлин? Да можно ли перечислить поименно всех, кто легли под братские холмы? А мы целуем красные знамена. Враг был сильней, но победили мы. Им снится, чудится, пророчится неисполнимое опять. О, как им взять Россию хочется, как хочется ее распять и люто закричать «Виктория!», чтоб пламя радости из глаз. И нравы наши, и история уже оболганы не раз. Растет духовная агрессия, как повторение старых драм. Лукавый вирус чужебесие уже давно запущен к нам, но ленинградский и Курский в своем краю, в родном дому, пока мы помним, что мы русские, не взять Россию никому. Я родился в сентябре, а мой отец в это время был уже на фронте. Он под Смоленском, в мясорубке в страшной 41-го года, он не знал, кто у него родится даже, мой отец. Он уже был на фронте, и вот он там попал в плен и погиб в этом же 41-м году. Безотцовщина. Но как мы дружно жили, все-таки я вспоминаю. И помогали Родине с детства. И колоски на поле собирали, и деревья сажали вдоль дорог. Да много чего делали в школе, там и дрова возили, и кололи. Я уж не говорю о том, что мы все время маме помогали дома. В школе уже не учился, а уже в лес бегал за земляникой, там наберу, принесу домой, мама плачет, ой, какой-то у меня кормилец. За грибами ходил тоже, вот, за дровами ездил. Это естественно было. В Отечестве родимом нашем, возросший среди лугов и пашин, среди Анют, Марусь и Дусь, я тоже, волен или неволен, великорусской грустью болен, поскольку в моих генах Русь, поскольку мой отец и дяди любви, семьи и долга ради к своей земле, к своей стране, под страшным вражеским налетом в бою по взводам и по ротам остались вечно на войне. Погибшие в бою солдаты, да будут они вечно святы, да будет вечно свят их вождь. Они врага сломили, и клятвы их не смоют в мире ни клевета, ни ложь, ни дождь. В моей крови живут их гены, ни новый строй, ни перемены, подвострастно не хвалю, не все мне по душе, тем паче. Живу, как все, смеюсь и плачу, и родину свою люблю. Так много васильковой сини над светлой рощицей простой, леса и поле. Здесь Россия, здесь Пушкин, Лермонтов, Толстой, и земляника в перелеске, черемух вешних, холодок, грачи и церкви.
Достоевский, Тургенев, Тютчев, Гоголь, Блок. Здесь снежные бывают бури, шагнешь и не сыскать концов. Но здесь Иван Шмелев и Бунин, Есенин, Шолохов, Рубцов, словесные Набат и Гусли. Так было и так будет впредь. Здесь можно и в любви, и в грусти любое сердце отогреть. Удивительно, без труда весь народ говорит стихами. Как же нам без стихов, когда Пушкин с нами? Любим с детства родную речь, отчеканенную веками. Мы сумеем ее сберечь. Пушкин с нами. Без стыда, не боясь суда, сократили в школьной программе. Зря надеетесь, господа. Пушкин с нами. Никогда любовью согрет он не будет в траурной раме. Отчего в наших душах свет? Пушкин с нами. Гремят пиры, горят миры, о судном дне напоминая. Летит, летит в тартарары цивилизация земная. Но вот мое мнение, издревле и до наших дней жизнь на земле не оскудела. Есть сила, что всех сил сильней. Любовь, которой нет предела. Помнишь, жили мы у речки, от любви своей светясь, жарко было возле печки, что топили, не скупясь. Полыхали в ней поленья, раскалялись кирпичи. В сердце радостное пение не смолкало и в ночи. Столько силы, столько страсти, все нам было нипочем. Отодвинуть все напасти мы могли одним плечом. Не богаты — это бросьте. Кто тогда был босс и гол? Если гости, значит гости, значит все, что есть на стол. Никакие не стиляги, молодые, так фарси. Мы пальто в универмаге покупали из джерси. Жизнь летела, постарели, мы и в профиль, и в анфас. Пусть сегодня министрели не оплакивают нас. Нет, не молодости жалко, от которой ни следа, а того, как было жарко возле печки в те года. Пусть нелегко живется дома, пусть без дверей и окон дом, но от всемирного Содома уже мы милости не ждем. Не стоит плакать о потере, мы даже в бедах велики. Починим окна, вставим двери, чтобы не гуляли сквозняки. Пора нам быть к себе построже, все непроглядней времена. Пусть мир во мгле увидит все же свет, хоть из нашего окна. Что бы ни было, что бы там ни было, будем жить, чтобы не убыло, прибыло, чтобы на стол не последнее ставилось, чтоб друзей за столом не убавилось, чтоб под ливнями и под порошами все мечты у нас были хорошими, чтоб любили и были любимыми, и успехи, чтоб не были мнимыми, чтоб судьба только добрые милости раздавала всем по справедливости, чтобы исчезли, как в штиль на воде круги, все недуги у нас и все недруги. Что бы ни было, что бы там ни было, будем жить, чтобы не убыло, прибыло. То судьба еще драматичнее, трагичнее была, а я просто изложил как мог вот эту судьбу своих односельчан, Любови и Николая Ананьевых. Вдовья доля, былинка в поле, неуютна и солона. Не опишешь, какое горе принесла в каждый дом война. Похоронка страшней снаряда и безжалостней свинца. Но ведь жить-то надо. Дочки малые без отца. Любка выстрадала немало,
торопила года скорей, не заметила, как устала, замуж выдала дочерей. Все прошло, все за грозной дали. Но на юге не так давно побывала соседка Дарья. Дарья стукнула вдруг в окно. И пошла она, и запела. Хошь хвали, мол, а хошь ругай, но такое выходит дело, что живой он, твой Николай. И находится, мол, не где-то, а в Херсоне. 30-й год, неприканно, неприметно. Он при госпитале живет. Дарья, кашлянув виновата, побожилась на свет икон, что видала сама солдата. Лопни глазоньки, Люба, он. Люба плакала безутешно. 2 суток, не жизнь, а стон. Собрала чемодан поспешно и поехала в тот Херсон. Заявилась к начальству прямо, не навстречу, на грозный суд. Если муж, по какому праву, почему и зачем он тут? Доктор глянул на Любу, словно душу ей распахнул свою. Все, что знаю, Любовь Петровна, расскажу вам, не утаю. Помнят жители, как с пригорка по колонне танков врага била наша 34-ка, зажигая их, как стога. Над колонной клубилась сажа, бой неравен был и жесток, и остался от экипажа окровавленный весь стрелок. Сапожищами полицаи мяли тело, как лебеду, но в ответ ничего не знаю, лишь одно бормотал в бреду. На спине прожигали кожу, спухла кожа чернее земли. Как они ни пытали, все же ничего узнать не смогли. Изощренно танкиста били, изловчались и так, и сяк. Надоело, пулю в затылок, тело выбросили во враг. Кто его подобрал? Забыто. Как он выжил? Узнай, поди, что за сила в солдате скрыта, что за сердце в его груди. Убивали, да не убили. Оказались они слабы, но вот память ему отбили. Даже имя свое забыл. 30 лет, вот такие сроки, он при госпитале, больной, неизвестный и одинокий, изуродованный войной. Вы не первые. Приходило, ох, как много сюда до вас. Люба слушала через силу невозможный этот рассказ. Вся душа изошла слезами, все застыло у ней внутри. Вот сейчас он зайдет, сказали, повнимательней, смотри. Появился он на пороге, поглядел из-под мертвых век. Подкосились у Любы ноги. Побелела она, как снег. Правду, правду молвила Дарья. Он, глаза застилает мрак. Он, головушка вся седая. Боже мой, постарел-то как! Коля, еле шепнули губы. Люба я, узнаешь, аль нет, дорогой мой? Не знаю, Люба, шевельну губами в ответ. Что ты, Коля, ты вспомни, Коля, повнимательней погляди. Подошла она и от боли прислонилась к его груди, и такая любовь и жалость душу Любину обожгли. Ведь в сравнении с ним, казалось, беды все ее обошли. Вот какой он пришел из боя, не увидел ее в дыму. Вы возьмете его с собою? И сказала она, возьму, я его отогрею дома. Там сейчас у нас соловьи, под окошками цвет черемух, там родные его, свои. Палисадник наш огорожен, и скамейка его жива.
Посидит он и вспомнит, может, позабытые те слова. С мужем вместе домой поеду, жить иначе я не смогу. За любовь и за день победы я навек перед ним в долгу. Вот такая история, Евдокия, случилась с моими односельчанами. Вы знаете, хорошо, что это случилось в то советское время, когда можно было помочь еще вот человеку, ведь он же без документов, без всего, но узнали, оформили документы. И вы знаете, ну поскольку вот он с виду был человек очень здоровый, а он ведра воды поднять не смог, просто вот руками не смог поднять, насколько он был изуродован. И тело его было изуродовано. Я видел, это мне просто своими глазами, как говорится. И вот ему в городе Арзамасе власть местная им с Любой предоставили квартиру. И вот они в ней жили долгое время. Сейчас я уже не знаю, думаю уже, что уже их нет, конечно. Царствие им, как говорится, небесное. Бабушка моя, вот у нее 3 сына ушли на фронт, и все 3 погибли. Ни один не вернулся. В патриархальном я вырос краю, провинциальном глубоко. Добрую бабушку вспомнил свою, голос. Какой же ты дока, все тебе знать бы, чего и не знать. Сунет мне сахара дольку, и начинает она вспоминать Сашеньку, Бореньку, Кольку. Время далекое, из-под венца весело, с помощью друга дедушка выкрал ее у купца в сани и в поле, где вьюга хлеб да любовь. Сыновья расцвели, соколы были, да только все на солдатское поле легли. Сашенька, Боренька, Колька, муки такие, хоть камень на грудь. Жить не хотелось, ну, внуки, бабушка, кто бы я был, позаботься, голос твой, голос и руки. Я преклоняюсь перед поколением, вот особенно женским поколением матерей наших, потому что все они потеряли своих практически мужей. И вот растили нас, вот мама моя, вот нас было с братом, ну, вдвоем братом, ведь надо было поднять. А после война, в войну, ну, это нищета, это бедность такая, ведь все для фронта, все для фронта ведь делалось. Себе-то ничего, вот огород с картошкой, вот, да траву ели, что там говорить, суп с лебедой, суп с крапивой. Это я этим доста наелся. Чуть расцветут там в лугах клевера, мы уже едим эти цветики клеверов, дикий лук, там, значит, кудряшки первоцветов, ели там лесные, все. Выжили, выстояли, потому что благодаря своим матерям, своей маме, вот я считаю, святой человек она, что она помогла не просто вырастить нас с братом, но дать образование, высшее образование и мне, и моему старшему брату. Коля Лугинов, мой друг замечательный, якут. И хочу сказать, что вот ведь самые меткие снайперы в Отечественную войну, ведь это же были якуты. То есть их было много, и они были снайперами. Вот их, потому что они умели стрелять белку в глаз. Вот, и как же не восхищаться нам друг другом. Вот, потому что все по-своему защищали Родину, кто как умел. Колю я уважаю, как прекрасного прозаика. Его философия в этих его, так сказать, книгах, там же столько поэзии. Он же как все это преподносит. Он как поэт это преподносит. Пусть он это преподносит прозаическим слогом, но преподносит как поэт. Это удивительно, это талант. Он большой писатель нашей отечественной литературы. У дружбы мы всегда в долгу. Без друга туго. Сегодня в дружеском кругу я пью за друга.
я пью за друга. Он живет в краю суровом, там холодно, там снег и лед под звездным кровом. Тайга, тайга со всех сторон, и волчьи путы. Без промаха стреляет он, как все якуты. Простор тайги, его уют, страсть неподдельна. Он знает, как себя ведут и Чих, и Нельма. В быту среди своих палат он светил, скромен, зато писательский талант его огромен. Он убежден, понять пора на грани боли границу чести и добра, границу воли. Строкой счастливо удалой в свое стремя, как чингисхановской стрелой пронзает время. Он первородных полон сил и ладно скроен. Он сын империи, он сын и храбрый воин, нам предками навек дана по воле рока одна, от запада страна и до востока. И гениально, ну прост, как снег, как вьюга. За друга верного мой тост, я пью за друга. Ветер бьет и дождик плещет, крестный ход в моем народе. Мы идем, и ад трепещет. Мы солдаты, мы в походе, и страдавшийся, болящий, но сияющий в зените нет России уходящей. Русь идущая, взгляните, никакого с нею сладу. Сквозь эпох крутые ветры Русь идет, и страшно аду, потому что мы бессмертны через слезы, через муки к славе, к радости небесной. Тверже, дети, ближе, внуки, мы идем дорогой тесной, и не ложью, и не златом не осилить волю эту, если вместе, если рядом, к правде, совести и свету. Свысока ее недруг судит, предъявляя смертельный счет. А Россия была и будет, а Россия не пропадет. Заведут в глухое болото и укажут ей ложный брод. Там погибла целая рота, а Россия не пропадет. Хороша, и берут завитки, через черный нагрянут ход, а берут Россию до нитки, а Россия не пропадет. Мир, как бомба, возле взорвется, будет всем в аду горячо, а Россия сама спасется и врагу подставит плечо.